Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». Приветствую всех наших телезрителей. Хайрле Кич, в студии Светлана Кадырова. Итак, 7 апреля мы отмечаем юбилей. Российский сегмент интернета отмечает юбилей. За 3 десятилетия интернет-среда стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Особенно в онлайн-режиме активно подрастающее поколение, молодежь влюбляются, дружат, играют, учатся. Но, как показывает реальный мир, сеть может быть опасна. Вот о том, как сегодня в интернете появляется очень много материалов, в том числе агрессивного характера и характера, который потом уже носит уголовное наказание. Вот это все сегодня обсуждаем с нашими экспертами. Все они, в первую очередь, родители, во вторую очередь и психологи, и юристы, и представители силовых структур в том числе. С удовольствием представляю. Елена Петровна Тихонова, сооснователь и руководитель детского города Kidspace, заслуженный юрист Республики Татарстан. Здравствуйте. Мама 3 детей, мы знаем. Здравствуйте. Ильдар Шамилевич Галиев, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, создатель психологического пространства «Ориентир». Хайрле Кич. Добрый. С нами сегодня Айгуль Разифовна Кашапова, начальник отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Татарстан, СМСС. Представляю Суфида Ильевна Тухтаеву, заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции, подразделений по делам несовершеннолетних, начальник подразделения по делам несовершеннолетних, отдел полиции номер 6 Савинова, управление МВД России по городу Казани, подполковник полиции. Боже мой, выговорил. Здравствуйте. Добрый вечер. Рады видеть не первый раз в студии с нами Гульнар Медвалиевна Шарафиева, клинический психолог, бизнес-психолог. Приветствуем вас. И впервые в студии Эрик Альмирович Валеев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Валеев и партнеры, при этом отец 2 детей с полным комплектом, как он нам сказал. Значит, есть мальчик и девочка. Да. Рады видеть всех наших экспертов. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Иногда, если понадобится, красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Но я думаю, что спорить не придется, но может быть и получится. Начнем традиционно с опроса нашей интернет-аудитории. В группе ТНВ ВКонтакте мы спросили, нужно ли контролировать детей в интернете. Меня одна цифра встревожила. Вот посмотрим, как отреагируют эксперты. Большинство, 90% проголосовавших, выбрали вариант «да». Чтобы детей обезопасить, детей нужно контролировать в интернете. 0% ответили «нет, не надо контролировать, я доверяю своему ребенку». Ну, еще 10% посчитали, что вот мы жили без интернета, пусть и они также поживут. Телезрителям мы адресуем этот же вопрос. Итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. А я бы вот хотела сразу у многодетной мамы спросить, а вас тревожила цифра 0%? Да, меня тревожит эта цифра, но не настолько. Мне кажется, что, возможно, людям это важно. Просто действительно не хватает времени, да, на то, чтобы контролировать и так далее. А может быть, люди просто не знают. И поэтому на вопрос, контролируете ли вы, они отвечают 0. То есть они понимают необходимость и нужность, но контролирую ли я, при всем, что я понимаю, что нужно. Ну вот, честная аудитория. А у меня еще ощущение, что 90% считают, что нужно контролировать. Контролировать, значит, уйди от гаджета, отключи, иди, делай уроки. Вот согласны или не согласны? Конечно, нужно контролировать детей. Но Нет, я по-другому, мне конечно, кажется, это у многих понял. просто контроль, 0%. уйди от компьютера, да, отключи, выключи гаджеты. Нет, и Яндекс, например, Касперский дают возможность фильтрации информации. Так ведь? То есть можно поставить эти программы, и они не будут давать свыше какого-то ценза возрастного, например, посмотреть передачи, программы и прочее. А вас, как отца 2 детей, не смутило, что 0% доверяют своему ребенку? Вот для меня 0% это значит, никто не доверяет. Это значит, никто. Подключитесь как наоборот, папа, как еще один папа. Тоже комплекта, да? Да, тоже комплекта папа. Да. Меня очень смущает формулировка про контроль. Потому что контроль — это сразу недоверие. И если ты не доверяешь ребенку, то с какой стати он будет тебе доверять? И здесь, мне кажется, ну, может быть, все оказались заложником самого вопроса про контроль. Ага. И я бы предложил перенести немножко центр ответственности с контроля ребенка на контроль его окружения. Что на ребенка влияет? Чтобы вместе с ним по частям детально разбирать. И ну, интернет — это же не что-то отдельное. Это же вот та же жизнь, что и сейчас. Мы не можем от нее отключиться вообще. Значит, как мы в этой жизни с детьми проговариваем сложные вопросы, так же и в интернете можно это проговаривать и присутствовать с ним тоже. Хорошо поставили вопрос, да. Что скажет полиция? По поводу контроля. Ну, я считаю, не жесткий контроль. Вот не жесткий — это как? Вот как его измерить-то? Как найти маркеры? Ограничение нахождения в интернете по времени детей, интересоваться, какими сайтами, страничками соцсетей они пользуются. Ну и да, круг общения, игры, сообщества.
Но как количество ими часов, мне пользоваться. кажется, не всегда. Гульнара Минвалиевна, количество часов, мне кажется, за полчаса и за 15 минут можно успеть натворить много дел, в том числе печальных. Мне хочется понять вопрос, контроль ребенка или контроль среды, который влияет на ребенка. Да? Мы тут говорим как раз о каких-то недоразумениях, которые может произвести сам человек, ребенок. Да? И это, наверное, меньше волнует многих, чем жизнь самого ребенка, да, который подвергается опасности еще и в будущем. Да? Потому что мы сегодня можем не получить последствия, а последствия могут быть через 30 лет, когда он уже подрастет, и вся информация может быть слита куда-то. Да? Поэтому говорит ли это про часы? Нет. Сегодняшние технологии могут позволить вообще забрать всю информацию за 5 секунд, да, о человеке. Поэтому что мы можем сделать? Вот, научить ребенка вообще не проходить по каким-то закрытым ссылкам. Вот это все, наверное, нужны меры безопасности, так же, как мы выводим ребенка на улицу и говорим, вот нельзя ходить на красный свет, нужно ходить на зеленый. Это какие-то базовые такие Базовые правила. такие, Но при этом еще многие взрослые там, даже в принципе, не знают надо сами еще... этих базовых моментов. Но Да? ведь надо еще и потом не только не проходить по Конечно. ссылкам, либо подумай, что ты читаешь, да? То есть тут уже склонность к анализу, наверное, логики Да, и так далее. здесь Да. не про контроль, здесь про то, чтобы обезопасить ребенка в этой среде и по мере его роста и развития давать ему возможность увеличивать эту площадь. Министерство образования вот каким-то образом контролирует? Скорее всего, Своих сначала отвечу на вопрос как раз-таки про 10%. Это, скорее всего, те родители, у которых в семье действительно поставлен вопрос воспитания, где родители обсуждают, что интернет – это такое же общественное пространство, где есть хорошая, полезная информация по твоим учебным предметом, которым ты действительно можешь пользоваться, и это может быть и 30 минут, и 40 минут, если какую-то книгу, допустим, читать. Но есть и негативные влияния, и то, что некоторые в социальных сетях аккаунты могут быть под прикрытием, и как раз-таки вот этот вот негатив, если ты сомневаешься, ты подойди, покажи, и тогда родители говорят, да, действительно, я не контролирую, доверяю своему ребенку, потому что если что-то, если это маленький ребенок нашел какие-то странности, он обязательно подойдет, покажет, а если уж более взрослый, он может просто не заходить, не переходить на какие-то ссылки. В рамках Министерства образования в образовательных организациях у нас есть единый оператор Ростелеком, где идет фильтрация контента в образовательных организациях, ограничивает доступ как раз-таки нежелательных сайтов. Во всех образовательных организациях с 2022 года есть ответственные лица, они утверждены приказом образовательной организации, которые прослеживают социальные сети обучающихся образовательных организациях при выявлении того, что ребенок вступил в те или другие негативные, деструктивные именно сообщества, сообщает, конечно, руководство образовательной организации и в территориальные отделы полиции. Как у нас вот вышло новое положение об учетной политике, мы обязательно информируем именно территориальные отделы полиции для того, чтобы совместно разобраться. Об этом знают и дети, и родители? Об этом знают и родители, и дети. Ведем большую работу с родительским сообществом. Вот с Ильдар Шамильевичем буквально 2 недели назад провели большое родительское собрание по теме безопасности. Было 2500 подключений от родителей, и Ильдар Шамильевич вызвал фурор, так сказать, потому что у родителей после, собрания было огромное количество вопросов, пожеланий, и то, чтобы это собрание именно на тему безопасности проходило ежеквартально. То есть запросы есть. И вот мы видим как раз, да, по результатам этого вопроса, что, в принципе, у людей-то достаточно большое количество переживают то, что происходит, и правила поведения, безопасного поведения в интернете. В принципе, мы еще к этой теме главной, наверное, в том числе вернемся. Но вот сегодня то, что хочу процитировать Раиса Татарстана Рустама Минниханова, он провел заседание антитеррористической комиссии в республике, и как раз он подчеркнул, что важно учесть, что для совершения террористических актов в сети интернет активно вербуются молодые люди. Это подтверждает и Лига безопасного интернета за 2023 год. Вот статистика для телезрителей особенно, я думаю, будет сейчас интересно. В российском сегменте интернета 74 миллиона аккаунтов, 14 миллионов из которых принадлежит детям. В десятку самых растущих интернет-сообществ входит вовлечение детей в диверсии, рост в 43 раза и охват 650 тысяч человек. Трансляции с приемом наркотиков рост в 58 раз и аудитория до свыше 1 миллиона человек. Пропаганда и продажа наркотиков рост в 22 раза количество посетителей, участников этого интернет-сообщества. Вот, Алсу Федайловна, какая ситуация в Татарстане? В принципе, как это тоже мониторится? Мониторится, не мониторится? Вообще, что контролируется?
Ну, основная масса преступлений, которые совершаются в интернет-ресурсах, это у нас вовлечение совершеннолетних в распространение наркотических средств, мошеннические действия, также в отношении несовершеннолетних преступлений такого рода, как против половой неприкосновенности. И как часто все это? Это все в большей степени через интернет сейчас происходит? Основная масса, да. В основном это все через интернет. Вот потом же общаетесь? Вот, в принципе, что потом говорит ребенок? Ему Вот предложили... кто-то просто написал, да? Вот просто прислал В основном это в сообщение. телеграм-канале легкий способ заработка. Несовершеннолетнему предлагается, например, с какого-то определенного места забрать наркотические средства и потом по указанным тоже геолокациям раскидать эти закладки. Вот. Либо же мошенничество, это тоже такой вид тяжкого вида преступления. Несовершеннолетнему также предлагается легкий вид заработка. Он идет, например, ему указывают адрес, куда идти нужно, и забрать эту денежную сумму, например, у бабушки какой-то. Также указывают ему, куда это надо уже довести, по какому адресу и кому передать. Свои проценты он либо получает на карту, либо сам уже эти деньги. Идет рост, Алсу Федоровна, по количеству таких преступлений? Ну, роста такого большого нет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот это можно контролировать в интернете? Да. Каким образом? Это же просто фактически сообщение в мессенджерах чаще всего, да, я так понимаю? Да. Тут задаю вопрос больше техническим специалистам, как можно контролировать. Я не с технической точки зрения могу здесь сказать. родительская сейчас где-то мы, да? с родительской Я могу Почему, да? с психологической точки зрения сказать, что если ребенок знает об этом, если с ним это проговорили, если для него это не является чем-то важным, ну, чем-то незнакомым и чем-то завлекающим, и он с ним аккуратно, спокойно просто проговорили все последствия, то есть всю картинку. Не то, что туда не лази, а что из-за этого будет, что из-за этого случается, какие примеры, как детей обманывают. И с ним на любом возрасте, просто в разных фазах, в разной подробности, в разных там степенях запугивания, это можно спокойно проговорить. Слушай, совершение преступления, пиковая фаза, на начале должно быть, конечно, общение с родителями, и ребенок должен быть подготовлен, да? Ну, условно, что во сколько лет с ребенком нужно говорить, что тебе могут предложить совершить вот это, вот это, вот это, вот это. Вот, может быть, не детализировать и не расписывать, как конкретно совершено может быть преступление, а что тебя могут обмануть. Есть такие вот обращения, могут написать тебе в аккаунт. Если у тебя что-то будет, что ты не можешь понять, тебе к чему-то призывают, какой-то легкий способ достижения цели, поговори со мной. Давай мы вместе обсудим. Это может быть опасно, я за тебя беспокоюсь, я тебя люблю. Я не хочу, чтобы тебя таким образом обманули. Во сколько лет с ребенком на эту тему можно разговаривать? Часто дети уже начинают пользоваться как раз-таки интернетом, смартфонами, планшетами. Это 6 лет. То есть 6-летним ребенком Плюс еще в игрушках могут к ним обращаться. в игрушках. Да. Так. Да, Потому что там сетевое общение есть. Я считаю, что лучше это все-таки в школах или в вузах доводить эту информацию. Потому Мне что, кажется, в вузах уже поздно, Эрик Альмирович. вот как раз Там они до лучше вуза знают. могут Мы же не сами дойти расскажем. уже некоторые. Мы же с этим сталкиваемся как раз. Да, несовершеннолетние тоже бывают, но люди, перешагнувшие совсем недавно совершеннолетний рубеж, например, 20 лет им, там, 19, они тоже же еще дети, они только-только стали совершеннолетними, но именно им самая большая ответственность грозит, вот в том числе за то, что только что рассказывал сотрудник полиции у нас здесь, за раскладку вот этих наркотиков. Это же до 20 лет, понимаете, если человек совершеннолетний. Да, несовершеннолетнему в 2 раза меньше наказания. А если ему уже не 18, а 19, 18 и 2 месяца, например, все, ему уже будет наказание до 20 лет. Вот это бы довести до детей, конечно. Потому что родители же не всегда не слушают, не всегда прислушиваются. А в школе учителя всегда слушают. Поэтому мое мнение, что нужно, конечно, в школе или в высших учебных заведениях это доводить. В школе как часто проходят такие уроки? У нас Раз в год? мы проводим в октябре единый урок безопасности, это является обязательным. Значит, по программе профилактики, программа у нас есть воспитание рабочее, по программе профилактики ежемесячно проходят такие занятия.
соответственно, с каждым классом. Сейчас у нас к этой работе подключились 978 советников по воспитанию в школах и 87 в профессиональных образовательных организациях. Кроме этого, по выявлению как раз-таки употребления, распространения наркотических веществ в школах проводится социально-психологическое тестирование, а по выявлению как раз-таки высокой агрессии, суицидального поведения, депрессивного состояния детей, это мониторинг безопасности образовательной среды, по которому уже работают школьные психологи именно по группе риска. Индивидуально. Да, Гульнар Минвалевич, что еще, вот как ребенку, что еще рассказать-то? Как 6-летнему ребенку, какие слова найти? Может, есть еще что добавить для памятки для родителей? Конечно, мы всегда соизмеряем уровень информации по возрасту. Да? И в любой среде, вот интернет-система – это система, да? Мы же не можем, например, выходить на работу без какого-то ликбеза. Это та же самая система, перед входом в которую мы обязаны ознакомить человека с правилами. Да? У нас, как правило, это не делается, просто дается гаджет, пользуйся. Да? Поэтому очень важно какие-то правила давать уже в начале и наращивать. Я так считаю. В общем, если что, лису в колобке можно сделать... Конечно. Тем самым врагом, да? Какие правила сегодня, вот вообще родителям, вот главные советы, которые, в принципе, в том же интернете пестрят, да? Почему врагом-то? Почему врагом? Для того, чтобы не стало интернет-пространство врагом как раз. Не, лиса врагом. Это тот, кто вот уговаривает там что-то сделать. Я про это. Да. Чаще всего родителям говорят: поддержите доверительно открытые отношения с ребенком, говорите о компьютерных играх, социальных сетях, интернете, установите правила работы в интернете, обговорите время, объясните, что нельзя сообщать свои личные данные, не открывать файлы с незнакомых адресов, не доверять анонимным собеседникам и так далее, и так далее. Вот какие правила, Елена Петровна, вот у вас действуют? И когда вы их внедряли, как мама? Или просто вам повезло, и детки оказались никому очень не мудрые? повезло. Так. Это труд. Причем, мне кажется, что здесь даже нет такой точки, откуда мы это начали. Это просто культура семьи. И здесь, наверное, я соглашусь с Эриком по поводу того, что если усилить работу с студентами, а ведь они же будущие родители, то уже следующее поколение родителей будет подготовлено. Да. Это про культуру семьи. И здесь я согласна с вами по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо. Ведь не только про доверие и не только про то, что там кто-то кого-то обманет, или ты можешь причинить вред, или тебе вред. Давайте рассуждать даже из соображений русских народных пословиц. Да, терпение, труд, все перетрут. Например, да, без труда не выловишь рыбку из пруда, бесплатный сыр только в мышеловке. Вот эти вещи дети должны понимать, когда. Мне с детства говорили: любишь кататься, люби саночки возить. Вот эти вещи, они должны вписаны быть просто в культуру семьи. Ребенок должен понимать, что легких денег не бывает. И если тебе за что-то такое предлагают деньги, он, во-первых, должен в семье увидеть, как зарабатываются деньги. И в семье должна быть культура порядочного способа зарабатывания денег. И тогда, если ребенок услышит, что что-то такое... а можно легче, оказывается, заработать. И вот здесь уже в совокупности с доверием, которое есть в семье, это повод обсудить что-то. Наверное, так. Я недавно, допустим, эти переписки, да, которые я недавно увидела, да, мне показал это сын, ему 14 лет. По поводу они это обсуждают. Совершения террористического акта. В интернете обеспокоенным были родительские чаты, десятки, сотни родителей. Конечно. И даже анализируя эти чаты, мы видим, что многие дети отказываются. Многие дети говорят: да ты что? И даже им угрожают. И тут нужно опять, мне мой сын показал, это для нас повод поговорить. Не напугать его, не сказать: не вздумай. Нет. Он говорит: мам, ты что? Конечно, это То есть он уже в разговоре со своими одноклассниками, они это уже обсудили. То есть это среда. А есть среда другая, для которых это норма. И мы знаем, что наверное, коллега знает, что с ними происходит тогда. Наверное, как-то так. Тут обо всем нужно разговаривать. По поводу призывов к совершению террористических актов, да, то есть тогда я тогда поняла, что, во-первых, не знают родители, что делать, и не все дети знают, что делать. Что делать родителям? Тут момент важный, который мы немножко упускаем из поля зрения. Если человек, ребенок или взрослый реагирует на какой-то стимул, будь то сообщение в интернете, будь то личное общение, если он реагирует, значит, у него есть какая-то незакрытая потребность. Значит, в нем что-то отозвалось.
И, как правило, у нас, у детей, наших детей, эти незакрытые потребности, их не видят родители, потому что именно за них они и формируются. Вот. И здесь вопрос, ну, скорее всего, родителю больше разобраться, а что он дал ребенку, что он не дал ребенку, как он сам воспитывался и как он спроецировал, вот, и где есть те аспекты, на которые можно зацепить. Как ребенок думает о себе, как он хочет стать хорошим, как он, например, чувствует себя ущербным, почему он чувствует ущербным, что в моих словах его привело к этому, почему он принял такое решение. И вот я бы чуть-чуть смещал все-таки акцент на это, чем вот уже на границе прямо предупреждать о конкретных вещах и говорить, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Это должно быть естественно, как вот мы же понимаем, и ребенок понимает, что если он наступит в люк, а люк открыт, он туда упадет, и ему будет больно. Но в это время уже делать это поздно. Да, но при этом есть дорога, по которой можно идти. И вот формирование нормальной дороги и показание границ, где тебе будет плохо, так же, как ты упадешь в люк, вот на этих моментах. Но при этом, вот все равно у родителей была паника. Мы же еще и паники не хотим допустить, да? То есть вот... Я только, конечно, с юридической стороны могу рассказать, потому что делать в принципе никак родителям? не могу спорить с Памятка психологом, будет такая, слушаю сам. Нет, психологически мы здесь медленно, мы уже должны были быть готовыми к этим сообщениям, да, и просто ребенок вот показывает и говорит, представляешь, вот мы с тобой об этом говорили, мама, оказывается, вот так, так и есть. На самом деле все очень просто. Таких сообщений полным-полно. Они приходят всем, мы на них реагируем просто блокировкой. Блокировкой и отправляем куда надо. Все, больше не переживай, это со всеми происходит. Но при этом мама обеспокоена, потому что сегодня... А куда надо? А куда надо, да. Сообщать надо обязательно. Сообщать об куда? этом обязательно. Правоохранительные органы. Да, То есть либо в полицию, либо в ФСБ нужно сообщать. Объясню почему. Вот уголовная ответственность, да, ну придется уж более развернуто объяснить. Уголовная ответственность несовершеннолетних, в принципе, начинается с 16 лет. Но по 32 статьям начинается с 14. Соответственно, мы говорим про детей, если до 14, они не привлекаются к уголовной ответственности, так ведь? Но здесь приходит сообщение, ребенок испугался, не испугался, мог как-то отреагировать, но если он рассказал родителям, то обязательно нужно сообщить в полицию. Потому что есть еще статья за несообщение о совершении преступления. То есть список есть преступлений, про которые нужно сообщать обязательно, и за это тоже уголовная ответственность с 14 лет. Соответственно, если поймают того злодея когда-нибудь, так ведь, мы надеемся, что их поймают когда-то все равно, то есть у него возьмут средства коммуникации, посмотрят, какие, значит, списки там, кому он отправлял. И все люди, кто были его контактами, с них могут потом спросить, вот по этой уголовной статье. Ну, такая вот пугалка, страшилка уже такая. Иногда поздно, но, по крайней мере, она тоже присутствует. Я просто не представляю... Вот если мы сейчас все начнем обращаться в полицию, Алсу Федоровна... Нет. Почему все? Вот нам не приходил Лагашкер. Елена Петровна приходила. Кому пришли, всем надо сообщить. Потому что, я говорю, вот поймают человека потом, вот его список возьмут, и всем не сообщили. То есть люди знали. Если он предлагает, этот человек пишет, например, прошу совершить там теракт, да, иди туда, и еще я тебе чем-то угрожает, к примеру. Соответственно, понятно же, что он собирается совершить противоправные действия именно террористической направленности. А про эти сообщать нужно обязательно. Хорошо. Алсу Федоровна, а насколько часто вообще родители с такими, вот какой-то подозрительный сайт, какое-то подозрительное сообщение обращаются? Бывает, но не настолько часто. Бывает также информация от школ. Школы, когда узнают, что вот обратился, например, ученик, что вот в телеграм-канале, либо в других социальных сетях. Ну, в принципе, это обращение зафиксировать обязано. Да, конечно, обязательно. Что дальше происходит с этим обращением? Ну, они отрабатываются. Направляется также информация в спецслужбы, которые вот именно в социальных сетях, интернет-ресурсах проводят проверки. Устанавливаются аккаунты, с какого телефона, с какого местонахождения было отправлено сообщение. Ну, я думаю, сложный процесс, и не так быстро. IP-адрес устанавливают, уж место устанавливают. Можно я скажу, что есть еще не только сообщения, которые приходят, есть еще ведь нейросеть, которая подделывает голос мамы, есть нейросеть, которая даже делает видео, даже делает видео мамы, которая говорит, никому не говори, быстро бери вещи, выходи, я тебя жду там-то, там-то, только никому не говори. То есть голос мамы, видео мамы, это тоже интернет, и многие дети не знают этого. Ну, нейросеть опять, она пришла буквально несколько месяцев назад, наверное, как таковая. И это тоже интернет. К этому нужно сейчас готовиться. При этом очень много, еще негативный пласт в интернете. Суицидальные игры, квесты, трэш-стримы, реклама онлайн-казино, насилие по отношению к животным, аниме, жестокость, отрицание ценности семьи, сайт эротической направленности, нацизм. Чего только нет, да? Тревожный перечень длинный. Вот Гульнара Минваляевна, Илья Шамилович, почему детей такие сайты чем заманивают? Вот вообще, как они туда попадают? Ну, не сидит же ребенок и не ищет
Жестокое обращение с животным. Мне кажется, вообще вот в принципе это... Можно... То есть нормальные детки, в принципе, да, то есть а все детки нормальные, просто так вот это искать не будут. Кто? Какая категория детей? Как они там оказываются? Во-первых, интернет-пространство очень хорошо знает человека. Вы это сами знаете, да? У нас наш телефон нас слышит. Да? И Не успел подумать, что я хочу сегодня на Мальдивы, как вечером приходит реклама туристического агентства. Да. И продажу можно... Вот я не согласна с коллегой, что вот только если какие-то потребности не удовлетворены, мы не можем войти в мошенничество. В мошенничество может войти каждый. Просто у каждого своя точка продажи. Да? Понимаете? У кого-то высокие ценности, у кого-то низкие ценности. И вы можете легко вот войти в этот сайт по своей воронке продаж. Да? И могут быть это хорошие дети из обеспеченных семей, у которых потребности закрыты. Поэтому здесь я не согласна. Не согласна с тем, что нужно блокировать, потому что в моем случае, когда со мной это случилось, с моими детьми, блокировка как раз бы меня не спасла, а наоборот, был бы обратный бы эффект. Что произошло? Это было связано с моей работой, да, у меня потребовали выкуп каких-то роликов, которые они сами сделали в интернете. Ну вот, а-ля нейросеть. Угу. Да, там порнографического характера, как будто бы я их не видела сама, угрожали через сына, угрожали через дочь, и когда они заблокировали, мы сразу же побежали в полицию, слава богу, зафиксировали это, а на следующий день был звонок с номера телефона моего сына, его голосом, что он убил свою сестру. На следующий день после этого был звонок с номера телефона моего сына о том, что он положил бомбу в торговом центре. И это продолжалось в течение недели. То есть... Чем все закончилось? Вот давайте для начала... Это закончилось? Это закончилось, конечно. Благополучно. Благодаря нашим правоохранительным органам, благодаря своевременной работе, благодаря эффективным действиям, да, а не просто там психологическим каким-то моментом. По идее, да. Четкий шаблон должен быть, четкий алгоритм, как себя вести в таких ситуациях. В таких ситуациях нужно обращаться всегда в полицию. Хорошо, Ильдар Шамилевич, но при этом все равно есть, мне кажется, категория детей, которые подвержены некоему влиянию. Можно ли выделить вот эту вот некую группу? На мой взгляд, нет? Можно, но только очень аккуратно, чтобы не сегрегировать детей. И выделять не группу, а состояние. Состояние это может меняться. Насчет потребностей, на самом деле, это можно сильно раскручивать. И я все-таки говорил про экстремизм, а не про мошенничество в данном ответе, поэтому мы вот так вот расходимся. Немножко другая история. Вообще, вот что мы наблюдали, начиная где-то примерно с 2014 года. Мы увидели, что очень сильно увеличилось количество суицидальных пабликов сначала. А потом вслед за ними пошли всякие националистические и прочее. Вот такая ерунда, и прям вот массированно на русском языке хорошо там прописано. И они понимают, целевую аудиторию, они понимают, чем цеплять ребенка. И независимо, то это был крайне правый вариант, крайне левый вариант, вот политическим идеологиям, там религиозный какой-то, они все шли через один и тот же маршрут. Сначала в общих таких вот пабликах дается какая-то информация, где ребенок может отреагировать на то, что ему плохо. Ну вот плохое самочувствие, он никчемный, тебя никто не любит, ребенок на это лайкает. И дальше ему предлагают уже по альтернативе очень похожее. Естественно, если у него плохое состояние, если он чувствует вот какую-то там нехватку... Его приведут, конечно. Он потихонечку спускается все ниже и ниже, и ему уже на выбор, соцсети так работают, предлагают разные формы деструктива, которые работают вот через внутреннюю проблему, через внутренний конфликт. И он, соответственно, может выбрать. Ну, как соцопросом фактически проходит. Да, та же воронка продаж. Вот. И в итоге получается, что вот внизу человек уже отфильтрованный, у которого вот эти все предпосылки обнаружены по интересам. Та четкая группа, которая мне сейчас именно нужна. Да. Конечно, там могут быть и коллеги в этой группе, да, и слава богу, если там из 10 детей будут 10 коллег в этой группе, но, к сожалению, дети попадаются, и вот внутренней депрессии вот этот фокус, его выводят и, по сути, делают из них такие радиоуправляемые бомбы. Спасибо, мы продолжим после рекламы, не переключайтесь.
Мы продолжаем программу «Точка опоры». Итак, мы говорим о том, нужно ли ограничивать или контролировать детей в интернете, как обеспечить интернет-безопасность. Вот еще очень много говорят о том, что негативное влияние оказывают фильмы, игры, мультики, игры-стрелялки и так далее, и так далее. Вот что скажут психологи? Нужно ли ограничивать, контролировать или, например, игры на пользу, а фильмы нет? Даша Ильич, у вас какая-то была там своя версия, которая произвела некий фурор, что играть это хорошо. Да, мы изучали исследования, и лет 30 назад ученые однозначно говорили, что игры плохо. А последующие исследования, вот и предыдущих исследований, более широкая такая вот выборка показала, что там где-то 0,4% есть влияние. Если агрессия есть в фильмах, то она на 0,4% проявляется в реальной жизни. Ну, то есть, по сути, нет. Вопрос зависимости от гаджета другой, и здесь мы не говорим. Просто, что вот дети играют в стрелялки, и это связано с насилием. И очень часто в медиасфере раскручивается, когда повторяется какой-то принцип поведения, из игрушки переносится в реальную жизнь, и делается вывод на все. Вот. Здесь ученые говорят и приводят цифры, что такой связи практически нет. Вот. А что касается фильмов, гораздо сильнее. Просто если в игрушку человек представляет и понимает, что он все-таки играет, то фильмы, особенно на детей, оказывают гораздо большее влияние, и они проживают все, что происходит с героями. И здесь есть разные исследования, в том числе вот анализ, как в Штатах, там, например, проводили телевидение, где вот штат не было телевидения, и вдруг там стали фильмы с насилием. И там резкий рост, и повтор, и все-все-все. То есть вот культура... Началось с бульвара Капуцинов в чистом виде, да? То есть вот смотря какое кино какое начнут показывать в этой ситуации. Поэтому ограничение и выбор фильма для ребенка – это достаточно важный момент. Согласитесь? Окно Авертона можно очень легко внедрять в умы через игру сначала, через какие-то басни, шутки, прибаутки, а потом внедрять. То есть вы считаете, что игры контролировать нужно? Игры важно контролировать, чтобы агрессия была конструктивной. То есть мы не говорим сейчас, что все мальчики, которые играли в «Казаки-разбойники», они стали убийцами. Нет. Тут то же самое, да. То есть чем заканчивается стрелялка? Хорошо. Еще из таких негативных, скажем так, обращений от родителей, негативный результат – уход в виртуальную реальность. Да? Игровая зависимость, социофобия – это еще одна опасность? Вообще опасность или не опасность? Для меня это для самого очень сложный вопрос. Да. Потому что каждый вечер нужно биться с этими играми, с этими стрелялками и прочими. То есть я, наоборот, вот хотел бы от психологов услышать, хотя бы сколько минут в день можно играть. В советское время было это вам врач может сказать, мне кажется, окулист, который скажет, сколько можно играть. Нет, для психики. Здесь, наверное, все остальное уже Я могу сказать. Сколько по времени можно формируется дофаминовая зависимость, да, очень много гормонов выбрасывается в момент игры, когда ребенок испытывает адреналин, да, вы сами знаете, там классные гормоны, да, можно себе легко подсесть. Это соразмерно алкогольной зависимости, наркотической зависимости. И можно это даже продлить во взрослой жизни. Превращается это в Тиндер, например, да, то есть встретился, влюбился, бросил. Вот, за этим очень нужно следить, да, потому что вот никотиновая, вот эта зависимость, дофаминовая зависимость, она ярко видна, когда у ребенка эффект отмены делаешь, он становится раздражительным, вот эта ломка, да, дай, пожалуйста, я все сделаю, да, все, вот значит у вас ребенок подсел. Нет, хорошо, но при этом ведь не важно, что за 15 минут он испытывает всплеск дофаминовый, что за полтора часа. Все от психики зависит. Бывает психика, которая подвержена этому. Но опять же, здесь же нужно начинать, мне кажется, простите, может, не очереди, здесь нужно начинать именно с детства, лет там с 3-4. Нужно увлекать ребенка книжками, какими-то занятиями спорта, живописью. Вот в зависимости от какой среды ребенок растет, вот так дальше и будет. Ну просто, вот у меня 3 детей, вот младшему 14, старшие уже взрослые. И мне младший более зависим, чем старший? Давайте вот так. У него нет времени на это, у него постоянно по 3 тренировки в день, учеба. И, конечно, когда он приходит, он сначала играет, потом делает уроки. Но у него просто физически нет времени. Если это лето, то у него либо лагерь, либо спортивные сборы. У него времени нет играть. Ему даже тренер разрешает играть между соревнованиями. И это, на мой взгляд, нормально для здоровья и для компьютерной грамотности. То есть загрузить все остальные 23 часа 45 минут, чтобы оставалось только 15 минут в день. В принципе, надо ребенка учить увлекаться чем-то другим. Хорошо, да. Здесь, скорее всего, знаете, еще какой вопрос? Почему подросток уходит в интернет?
от как раз-таки сверстников, от родителей, от школы. Здесь вопрос, причин может быть несколько. Либо он не чувствует любовь в семье до подростка, либо опору в школе, сверстники его не понимают, либо какие-то неблагополучные ситуации в жизни произошли, развод родителей, там, смерть близкого человека. И тогда, конечно же, подросток ищет как раз-таки и адреналин, и интересные там личности в интернете, общение, где его понимают, где ему там хорошо, он там иллюзии составляет. Ильдар Шамильевич, наверное, как раз поддержит такую как раз-таки Я здесь немножко не соглашусь. Подросткам. Это все, знаете, вот как мы ходим среди вирусов, и кто-то заболел, а кто-то не заболел. Да? От чего это зависит? От того, что вирусы вокруг? Нет. Это зависит от иммунитета. То же самое психика, она бывает разная совершенно. Кто-то генетически предрасположен к зависимостям, а кто-то с крепкой психикой, вот действительно там спорт регулярный, да, там опоры какие-то внутренние, в семье. Надежнее хитрее быть. Вот извините, опять влезу. Может быть, родителям нужно быть хитрее. Ну вот, допустим, мы посмотрели фильм «Чемпион мира». Про, значит, чемпиона мира Карпова, да, как он там бился за звание чемпиона мира. Все, я смотрю, прошло 2 недели, у меня ребенок скачал шахматы, он играет в шахматы. Ну что? Ну надо просто быть хитрее. До этого он играл в стрелялки. Сейчас я смотрю, он вот в это играет. Когда-то я ему тихонечко говорю, я говорю, слушай, у тебя там проблемы с ударениями, там, с русским языком. Смотрю, он там что-то, какие-то кроссворды решает. Я не знаю, может, это как раз-таки тот и вопрос, что он чувствует опору в семье, то, что вы сразу же направляете. Не противоречим друг другу. Дополняем. Слово контроль надо заменять на что-то такое. Да, давайте так, Ильдар Шамильевич. Генетические предпосылки действительно увеличивают вероятность того, что возникнет зависимость, не только компьютерная, да, и не от игрушек, а от гаджетов в принципе, вот такого способа получения дофамина. Это есть. Если у человека, у ребенка нету контакта и нормальных коммуникаций, он просто может сам не способен выстроить коммуникацию, естественно, он будет изолироваться, и самый удобный способ, инструмент для этого интернет. Если есть у родителей возможность развивать его интересы параллельно другим, чтобы это не было прямо вот одной единственной отдушиной у ребенка, естественно, это самый правильный, самый здоровый вариант. Просто он, вот не всегда применим в силу родительской занятости, в силу того, что, там какие-то ограничения и так далее. Но я думаю, что всегда можно найти эти варианты, учитывая вот эти факторы, которые отяжеляют эту обстановку. Вот я тоже хочу дополнить, что мы такими факторами, как загруженность, как спорт, как хорошее окружение, снижаем риски заболевания этого, потому что это заболевание. А когда у нас психика уже окрепшая, то ребенок, взрослый уже человек, да, подросток, он сможет себя регулировать. Поэтому нужно прям самим контролировать этот период. Ребенку надо полагать, у нас, например, родительский контроль час в сутки. Вам хорошо. Не, я тут задумалась, у меня совершенно другой. А еще есть список игр, если я вас перебиваю, список игр, которые развивают. Они вроде бы интернет-игры, и как будто бы они в них зависают, но, например, тот же самый Майнкрафт, он же развивает ребенка. Подождите, Спасибо, успокоили. Хорошо. Здесь очень важно понимать клиническим языком. Мы вот клинические люди друг друга понимаем, потому что зависимость, она формирует неважно от какой игры. Вообще не важно. Образовательная, она не образовательная. Главное, что ребенок поймал этот пик дофаминовый, да, там адреналиновый, и он понял, что так можно, оказывается, кайфовать. Так проще получать дофамин. Да. И он нажимает на эту кнопку. И надо учить психику получать дофамин иначе. Через обливание холодной водой, например. Очень много дофамина. В общем, искать другие способы, да? При этом, хотя мы сегодня говорим, ограничивать, контролировать интернет. А в какой форме это нужно сделать? Давайте так, вот вообще. Родительский контроль, интернет. До 10 лет работает родительский контроль. Дальше уже бесполезно. Что дальше? Я, конечно, считаю, во-первых, уж профессиональная деформация есть определенная, да, то есть никому не доверяю. Поэтому, шутка, да, но поэтому, конечно же, детей, я согласен с мнением психологов, сам их слушал. Доверяй, но проверяй, мне кажется, здесь применимым пословица. То есть в любом случае, конечно, доверие с ребенком должно быть, но то есть нужно проверять. спать, ты залезаешь его в гаджеты, осматриваешь историю? Периодически. Хотя бы иногда проверить. Что это? Хотя бы иногда проверять надо как-то.
Это правда. То есть либо это моё мнение. задавать какие-то наводящие вопросы. Не было ли ты на таком сайте? Как? Я никогда Как? не проверяла. Мое мнение, что ребенок проговаривает все, что он видит. И если ты с ним говоришь, то можно по маркерам это услышать. Если услышать, Но если сделать. ты знаешь, что ты хочешь услышать и что может вот таким вещам подвести, тогда ты вооружен. А контроль, ну, он создаст 25 левых аккаунтов и все. Зачистит лог. Еще один... Он научится. Нет, а как узнать тогда о том, что это происходит, к примеру? Вот потом, когда По уже его совершается словам и преступление, мы поведению, потом по изменению сталкиваемся. Изменению поведения, интересов, изменению возможно, да? словаря и интересов. Да. Это психологу видно, наверное, изменение, как ребенок В общем, изменился. к психологу надо, короче говоря. Психологу видно, а нам-то обычно Еще, не видно. да, еще один момент. По данным лаборатории Касперского, к 11% детей в возрасте 11-14 лет пытались стереться в доверие незнакомые взрослые в интернете, да, и пытались пригласить на личную встречу. Вот в этой ситуации что делать? Вот памятка родителям. Что Чему научить делать детей? родителям? Никому не ходить? То есть вот детям пытаются втереться в доверие незнакомые люди в интернете. Главные правила, там топ таких, три главных правила, чтобы ребенок никуда не пошел. Тем более, если вот подделывают нейросети, вот мы уже слышали, у Гульнары Минвалеевны такая же история была, да? С голосом сына и так далее могут быть всякие сообщения. Что сейчас? Как меняются правила безопасности сейчас? Просто не работать, не ходи на встречу с незнакомцем. Заблокировать самый простой вариант. Нет, если родители как бы узнали об этом, что ребенок подошел, сказал, вот такая-то ситуация, ну, естественно, родитель должен объяснить, что не стоит вообще с незнакомыми вести беседу в соцсети, ходить куда-то на встречи. Ну вот сейчас тоже меняется. Посмотрите, вот я говорю, если нейросеть сейчас вытворяет, совершает вот такие чудеса, по идее, нам нужно сегодня менять эти памятки. Либо Памятки я на скажу, ходу. вот Кодовое как у нас. слово, да? Вот, да, вот у нас есть кодовое слово. которое мы не говорим, даже когда рядом телефона. И мы даже это кодовое слово не произносим. То есть мы объясняем, что оно вот такое. Ну, вот как-то так. Потому что Либо, да, телефоны тоже родителям заранее слышат. своим детям просто объяснить, что если какая-то ситуация такая происходит, что тебе звонят, тебе непонятна эта ситуация, что мама не могла такое сказать, что либо перезвонить сразу же. Ну, там маминым голосом могут записать, я так понимаю. И получается, здесь срабатывает исключительно вот это главное правило кодового слова, да? Согласны? Психологи тоже? Да. Это Обсуждать примеры таких событий. Да, да, да. Вместе обсуждать примеры таких событий. Увидели в новостях, проговорили. Вообще классная игра быть вместе, ну то есть обсуждать вместе решения, да, генерить решения. как решать задачки по математике, Конечно, да? Вот разыгрывать определенный негативный сценарий. И дети иногда дают вообще поразительные ответы. То есть даешь ему такую задачку и говоришь, как ты думаешь, что бы вот этому мальчику надо было бы сделать? И он произносит то, что у него внутри, и достаточно хороший совет. Но он, конечно же, про себя говорит. Интересно, а в уроках ОБЖ сейчас есть уже такой раздел? Это же действительно Нет, вот новшество. в октябре проводится, да, урок, вы говорили, Да. там единый. Нет, я имею в виду, у нас а же в есть принципе? учебники ОБЖ, вот они как-то подвергаются каким-то изменениям? Прошли модификацию, перезагрузку. Ну, все учебники, они единые, разработаны Министерством просвещения, но там Пока нет. там этого нет. Пока Только учебники нет. истории В разговоре меняются. о пока, важном да? можно это внедрить. Конечно, Там да. Целый час они... Хотя, по идее, правильный вопрос эти родители задают, потому что это напрашивается не один раз в октябре, массово и так далее. В принципе, это должно стать определенной такой Нет, нормой мы же жизни говорим о при- том, что при у нас развитии. ведется внеурочная работа, как раз-таки классные часы и разговоры о важных. То есть мы говорим о Очень много плане, важного в когда мы нашей жизни. проводим Не всегда, и- возможно, до да. интернета дело доходит. Еще один момент по поводу интернет-гигиены. По статистике, больше половины школьников указывают у себя на страничке реальный возраст. 39% пишут номер школы, еще 29% размещают фотографии, там, хвастаются билетами, покупками пап и мам и так далее, и так далее. В принципе, все это нормально, да? То есть человек хочет, во-первых, рассказать о себе, найти друзей из этой школы, либо из школы по соседству. Но это является, в том числе, может стать наводкой для мошенников и других злоумышленников. Что нельзя выкладывать в интернете? Свои интересы нельзя уже выкладывать, да, Ильдар Шамилович? Ну, если по интересам тебя пробивают, как ты в воронку продаж попадаешь. Это встречное движение. То есть у человека есть фильтр и есть предложение, и он по этому фильтру идет. Но он может просто реагировать, он никакую информацию не собирает. Он просто, это его поведение, вот цифровой след. А что должен делать ребенок? Что можно выкладывать? Не выкладывать личные данные полностью, там фамилия, имя, отчество, дата рождения. Ну, а как будут знакомиться детки?
Хороший вариант, конечно, ничего не выкладывать, но так не получится. Так, в любом случае надо какой-то или ник придумать, или, ну, скорее всего, уж имя, отчество, имя и фамилия, правильно? Они же своим именем представляют. Чему учите в школе, да? Нет, Что мы нельзя выкладывать? однозначно учим детей не знакомиться в интернете, тем более не общаться для этого. А дети могут знакомиться с друзьями, заводить друзей. Это в учреждениях дополнительного образования. Нужно записать как раз-таки на спортивные секции. Уже новая группа, да, новых знакомств. Летние оздоровительные лагеря. Пожалуйста, все 4 смены можно в разные лагеря, и огромное количество новых друзей к осени у ребенка обязательно появится. Это обязательно, конечно же, значит, городские какие-то мероприятия, олимпиады, Kidspace тот же самый, да, где дети вживую знакомятся, играют, общаются, Ну, находят это как один из интересы. вариантов, но мы не можем исключать, что интернет это тоже для поиска друзей. То есть мы сейчас как про клуб 50+, рассказываете, то есть знакомьтесь в реальности. Смотрите, вот сказка «Колобок». Ну вот сказка «Колобок», вот с детства. Ну вот она же была такая, вот этого встретил, от всех ушел, от лисы почему-то не ушел. Но вот начиная даже с этого возраста, нужно, ну скажите же, я же права, нужно же уже начиная с этого возраста разобрать, а почему же лиса его все-таки съела? Ну почему? Вот на что, как ты думаешь, среагировал «Колобок»? Знакомился в Почему интернете. он ближе и ближе подошел? Хорошее слово сказали, гигиена. Дети же чистят зубы. Ну да. Они понимают, что если они чистить зубы не будут, внутри все сгниет. И точно так же, если они не будут фильтровать свои контакты, там что-то будет не так, что-то будет плохо пахнуть, что-то будет влиять на их жизнь. Соответственно, нужно говорить. Но при этом вот сейчас все равно, как бы то ни было, мы не избежим, да, интернет это наша привычная среда уже сегодня, пусть и в онлайне. При этом много детей, которые получают там информацию, учатся, да, онлайн-олимпиады. Да, конечно. И так далее, и так далее. Там куча замечательного позитивного. Да, во-первых, что есть позитивного, и вот это позитивное тоже нужно ограничивать, контролировать, измерять количеством часов в сутках и так далее, и так далее. Гульнара Минвалиевна. Я считаю, что... Я тут уже даже как родитель спрашиваю. Да, я как родитель отвечаю. Я считаю, что лично мое мнение, не как психолога сейчас, а как мамы, у которой тоже 2 детей комплект. Я считаю, что детям там не место. Знакомиться не надо. А учиться? Учиться, ну, у нас сейчас такое образование, учиться, да, обязательно. Нужно ограничивать Нет. по часам образования? Образование, вот здесь очень важны нейро такие процессы, да, то есть у нас есть перегруженность иногда, клиповое мышление формируется, аутизм сейчас диагностировали, аутизм формируется как раз у детей, которым рано дают гаджеты, да, поэтому это, конечно, нужно регламентировать, и есть таблица ВОЗ, да, что там По количеству часов по возрасту. И сейчас уж А не что еще буду... положительного в интернете? Вот сказать, с точки зрения психолога, что ребенок может в интернете найти хорошего? Вообще это неограниченное окно возможностей. То есть, находясь где-то далеко в глубинке, он может поступить, он может про себя рассказать, он может найти контакты позитивные и так далее. Он может найти любую информацию, он может это все связать. Если его научить это делать, он может пользоваться плюсами и исключать минусы. Но действительно, пока он учится, нужно его оберегать, нужно некоторые особенности восприятия, некоторые особенности психики просто учитывать в процессе вступления, скажем, во взрослую жизнь, и то же самое в данном случае. Я могу вот интернет. сослаться на Гарвард, да, на различные очень элитные школы, там нет гаджетов. Билла Гейтса дети говорят. Да, без телефона. Черниговская об этом говорит Да, постоянно. ну что давайте до крайности для доходить того- сейчас не будем. Нет, возможно, как вариант, да, для но того, это чтобы уже запустить Гарвард, да, это уже нужные, взрослое. мы же сейчас говорим о развитии детей, да, для того, чтобы нам запустить нужные процессы развития мозга ребенка, нам не нужен интернет. Хорошо. Есть исследования, которые показывают, что если гаджет лежит в другой комнате, и если гаджет здесь лежит вот прямо рядом, то в 2 раза мозг хуже работает. Потому что все время идет отключение, все время переключение, мозг просто не может войти в тот режим, в котором он хорошо учится, хорошо производит какой-то продукт научный. Хорошо, тоже полезно. почему-то домашние Да, в задания завершение вот сейчас скидывают, каждому по несколько слов. Значит, телезрители у нас проголосовали таким образом, что 72% нужно контролировать детей в интернете, чтобы их обезопасить. Доверяют 9% телезрителей. И 18% скажут, что мы жили без интернета и так и проживем. Коротко, в конце, главный совет по безопасности детей в интернете. Будьте рядом. Мамам, папам быть Будьте рядом.
Хорошо. Алсу Федоровна. Знать круг общения детей. И в интернете тоже? Ну, желательно. И учить правильному поведению, безопасному поведению в соцсетях. Это легко сказать. Родителям участвовать в контроле, все-таки Так. контролировать детей. Вот только мы не соглашались на том, как контролировать. Вообще, Да. что это? Ну, можно, конечно, как и психологи говорят, то есть путем переговоров. Ну, например, я не психолог, я не могу по ребенку определить, он меня услышал или не услышал, и довел я до него информацию или нет. Но обратную связь можно, конечно, снять. Ну, в целом, если приходит сообщение, конечно, если сообщение о знакомстве, нужно блокировать просто, наверное, этот контакт. Если приходит сообщение о преступлении, то необходимо обязательно обращаться с правоохранительным органом и сообщить об этом, как я уже говорил. То есть за это предусмотрена ответственность. Спасибо. Гульнара Миналевна. Главные советы родителям, ну, может быть, и детям. Для того, чтобы снизить тревогу, нужно больше правил, изучать пространство, изучать самому первым туда зайти, понять его, а потом обучить этому ребенка. Наладить с ним отношения, в первую очередь, чтобы он тебе доверял, быть для него авторитетом. Вот что важно. А для этого нужно любить. Поэтому любить своих детей. Хорошо, спасибо. Любить, поддерживать своих детей, чтобы они действительно могли прийти и дома, не боясь, рассказать о контенте, который посмотрел, или о людях, которые ему написали. И, конечно же, объяснить всегда рядом, не ругаясь, зачем ты туда зашел, зачем ты так сделал, а именно объяснить последствия тех или иных действий, что может произойти, и тогда ребенок всегда будет рядом, всегда будет доверять, рассказывать. А учитель что должен сделать? А учитель тоже должен всегда наблюдать за своими детьми в классе, как у него меняется поведение, теряется ли интерес ребенка к учебе. Соответственно, каждодневное наблюдение ребенка и те или другие изменения всегда классный руководитель замечает и может с родителем, с психологом школьным отработать. Хорошо, спасибо, Елена Петровна, на ваш взгляд. Ну, я думаю, Есть ли нужно- вообще советы по безопасному Я думаю, что нужно начать с себя. Вы несколько раз Вы сказали... сейчас воспитание, Вы конечно, несколько это. раз сказали сегодня, что родители сами беспомощные. Вот на самом деле, когда я столкнулась... Я люблю нарды, да? Но я играю в нарды, или мой сын играет в шахматы, между партиями идет реклама детских игр с отвратительным контентом, да? И куда я должна обратиться? У меня волосы дыбом, и я не знаю, что делать. Полицию, да? Вот, я сегодня это услышала. Когда мой ребенок мне показывает эту переписку, что я должна сделать? Так вот, пусть люди, которые сегодня посмотрят эту передачу, они загуглят, сами начнут сначала, да, быть грамотными. Я знаю, что вот я как мама получила на прошлой, по-моему, неделе 15 пунктов от нашего классного руководителя. Что полное делать? ЦУ. Видимо, вот после вашей работы полное ЦУ, что мы должны делать? Сразу переслала ребенку, обсудили. Ну, то есть это, помощники есть. Надо просто про себя сначала подумать, научиться, и потом научить, естественно, как зубы чистить, вы правильно сказали. Ну и, в принципе, сегодня мир настолько меняется, что и нам нужно сегодня понимать. Вот с университетом мы сталкиваемся с новыми вызовами, да, о которых тоже нужно знать. Родители всегда быть тоже к этому готовым, правоохранительным органам тоже, и каким-то образом максимально быстро и оперативно блокировать. То есть не ждать, что учебники когда-то появятся. То есть здесь и сейчас онлайн-собрание, может быть, больше все-таки действительно будет, либо будет какой-то отдельный онлайн-совет, вопрос. А может быть, есть какая-то ссылка, где можно посмотреть? Уже нет у нас времени, я надеюсь, что есть. Все найдем на сайте Министерства образования, наверное, да, психологический ориентир, да, еще его сообщество. Всего доброго, до свидания.